Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что приготовили для вас высшие силы на ближайшие 7 дней? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Что ждет меня в течение следующих 7 дней? Если вы настроились, я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что вам по судьбе. Какими будут события в следующей неделе. Так. Ну что, мои дорогие, неделя очень интересная, неделя богатая на события. Я буду сейчас для всех вас перечислять, но вы уже себе перетягиваете, что подходит, а что не ваше. Вас много, гадание общее, поэтому отыграется не у всех на 100%. Потому что уж очень много событий. У одного человека столько много не произойдет. Так, мои дорогие. Во-первых, я вижу, что у вас карманы полные. Вот это самый лучший знак. Вот 2 полных кармана. И правый, и левый. Абсолютно полные. В карманах много всего. И это и деньги, и это исполнение, и это возможности. Вам судьба дает шанс прям-таки наполнить ваши карманы. Причем доверху, да. Прям будете идти, будете звенеть монетами. И будут прям сыпаться из вас. Очень хорошее состояние. Причем я так понимаю, что вы для этого до этого постарались, потрудились, и теперь вы будете наслаждаться именно результатом своей работы и достижением, да, вот чего вы добились, достигли. Мало того, тут еще может быть ситуация, что вам кто-то еще денежку дает. Это может быть муж, это может быть ребенок, да, ваш взрослый, например, который уже тоже работает. Кто-то долг может вернуть, может быть какая-то компенсация вам капнется. Что вот прям, знаете, денежка прям тянется, вы магнит для денежек, прям тьфу-тьфу-тьфу, пусть так и будет. Денежки все к вам магнитятся. Смотрите, я вижу, что вы будете думать, чтобы вам купить, куда бы вам эти деньги потратить. Вот девушка, видите, какая красивая, она думает купить, куда пойти, направо, налево. Вот здесь знак вопроса, да, что мне купить, что мне приобрести. Будете приобретать, кстати, не только для себя, но и для своих близких, любимых людей. Возможно, даже ситуация, что вы будете для кого-то какие-то подарки выбирать. Да, вот какой-то момент, что вы будете озадачены, но вы очень приятно проведете время. Кстати, вот в этой поездке, в этом походе вы как будто бы с кем-то вместе идете, да, советуетесь вместе, вот что-то выбираете, присматриваете. Очень хорошо проведете время. Вы не только купите все, что нужно, но еще и как-то вот прям расслабитесь, отдохнете, повеселитесь, не знаю, все какое-то комбо, да, все одно к одному. То есть очень хорошее времяпрепровождение у вас ждет. Дальше, с другой стороны, у вас какой-то прям счастливый случай идет, да, знакомство с каким-то необычным человеком, который в вашу жизнь принесет радугу, исполнение и радость. То есть, смотрите, человек обычный, он ничем тут каким-то конкретным не выделяется, разве что человек может быть повыше, чем вы ростом, либо вообще может быть человек высокого роста. Но при этом вот внешне, да, вот обычный совершенно человек, но у человека какая-то вот значимость, знаковость, у него цифра 1 за спиной. То есть это человек номер 1 в каком-то деле, либо в какой-то работе, в какой-то сфере, в какой-то области. То есть уникальный человек, да, номер 1. Признание у этого человека есть. Но вы с этим человеком знакомитесь как просто с обычным человеком, вы начинаете вести беседу, и только лишь
только лишь попрощавшись с этим человеком, вы поймете, с кем вы познакомились и что за прекрасный человек вошел в вашу жизнь. Этот человек вам откроет на что-то глаза, этот человек вам даст хороший урок, либо какое-то хорошее наставление, человек вам поможет в решении, может быть, ваших каких-то проблем, либо в вашем продвижении, либо посоветует вам какие-то хорошие, не знаю, там курсы, либо лекарства, либо лечение. То есть у каждого будет своя ситуация, но я вижу, что благодаря вот этому номер 1 человеку, да, человеку очень статусному, у вас идут хорошие перемены и изменения в вашу жизнь. Дальше у нас тут кораблик, вот он, общая лодочка жизни, и вы здесь с кем-то. Не один человек, а вдвоем. Смотрите, время пришло создавать семью, время пришло знакомиться с людьми, которые именно серьезные для семьи, для брака. Либо время пришло встречаться с этими людьми, либо съезжаться с этими людьми, либо переезжать. Да? То есть в лодочке по-любому это, как лодочка, оно же гнездо. Здесь идет создание, построение очень крепких, стабильных отношений, семейных отношений. И вот именно в эту неделю очень многие обретут семью, либо договорятся, да, на то, что будет семья. То есть будет сделано предложение, либо будет разговор за то, чтобы там съезжаться, сходиться, мириться, восстанавливаться. Понимаете, вот все, что связано с семьей, с этой лодочкой, с семейностью, с гнездом, все это будет на ура. Если вы хотите восстановить какие-то отношения, либо вы планировали, да, там с кем-то съехаться, сходиться, то вот эта неделя, она идеальная на то, чтобы ваш именно семейный быт, семейный лад, вот он восстановился и либо был создан. Дальше. Здесь у нас размолвка между двумя людьми. То есть, возможно, женщины столкнутся с тем, что мужчины их не понимают. То есть мужчина может уходить в себя, у мужчины может быть какое-то состояние грусти, печальки и вот прям переживаний. Мужчине будет казаться, что он одиночка, что никому не нужен, что все от него отвернулись, все его бросили. Ну, а женщина, она как будто бы уже устала от каприза этого человека, да, то есть он капризный, то есть она его любит, да, но он очень капризный. И у женщины луна в голове, понимаете? Луна говорит о том, что женщина тоже начинает уже переживать и начинает что-то подозревать неладное. Да, мужчина скрытный, мужчина очень много скрывает, но мужчина скрывает, смотрите, мужчина может скрывать проблемы на работе, мужчина может скрывать проблемы со здоровьем, ну и все, как бы, да. А женщина сразу этому приписывает соперницу, что, дескать, соперница у тебя заявилась, да, поэтому ты такой странный, холодный, отчужденный. Мои дорогие, вот не надо перегибать палку, потому что все намного банальнее. Там никакой соперницы нет, там либо по здоровью какие-то проблемы серьезные, а он все терпит, да, пока уже там не посинеет, да, он к врачу не пойдет. Либо проблемы с его делами, и он не желает вам об этом говорить, чтобы вас там не расстроить, и чтобы вы лишний раз его там пальцем не затыкали, типа, я же тебе говорила, а ты меня не слушал. Потому что я так понимаю, что вы правы во всем. И по здоровью правы, и по делам его правы. То есть вы ему что-то говорили, советовали. Да. Может быть даже момент, что вашего мужчину там кто-то где-то подставил, да, либо обманули его в чем-то. И он сейчас, бедненький, пытается сам решить свои дела, но у него не получится. Знаете, чем закончится? Тем, что он не выдержит, он вам во всем признается, и вы будете решать его вопрос, его дело. Но вы не он, у вас, я вижу, тут прям все сложится, вы так придете, да, порядок наведете, и все уладите. Знаете, вы такая для него, вы его ангел-хранитель, да. И он это знает, но ему хотелось бы наоборот, да, ему хотелось бы быть вашим ангелом-хранителем. Получается так, что все вы делаете. Вы и в доме главное, вы и в жизни главное, и все на вас держится. Вот. Конечно, он за это благодарен, но с другой стороны, как бы это немножечко ущемляет его мужское достоинство. Как выйти из этой ситуации, он, к сожалению, не знает. Так, мои дорогие, также, может быть, если вы на расстоянии с мужчиной, общаетесь там в интернете, то тоже может быть какая-то немножечко такое, знаете, как размолвка, охлаждение. Человек может даже где-то пропасть на какое-то время, не выходить на связь. Мало того, еще может быть, это как бы может быть точечно, да, что вот кто-то в интернете настолько сильно поругается, что рискует, что мужчина заблокирует женщину, да, мужчина вот именно какой-то вот у нас немножечко псих, да, ведет себя немножечко неадекватно. Мои дорогие, что я хочу сказать? Эта ситуация идет временного характера. Либо она начнется на этой неделе, на этой же неделе закончится, либо закончится там буквально на следующей неделе. Потому что мужчина, вот что бы ни происходило, он все равно к вам тянется. Он понимает, что он без вас просто пропадает. А в ваших отношениях, в вашей паре вы главное, а он как бы ведомый идет. И
ну, он без вас не может, вы его воздух. Вот как-то так, да. Кстати, еще может быть момент, что вы захотите с кем-то познакомиться, вот кто-то вам понравится, но человек поведет себя странно, очень холодно, и вот прям может отвернуться. Вот. Вы не должны расстраиваться и не должны принимать на свой счет, потому что у человека, ну реально, вот смотрите, у него здесь какие-то очень важные проблемы и очень острая ситуация. Очень ему, может быть, вы ему тоже очень нравитесь, да, но ему как бы не до знакомств, не до разговоров. А голова совершенно о другом думает, и он переключиться не может. Вот смотрите, если у вас прям-таки случилось, да, что-то не так вот с вашим партнером, либо в ваших отношениях, кстати, могут быть и в семье, да, вот, например, вы живете с ребенком, ну, допустим, да, либо с мамой, и вы можете в семье вот выяснять отношения, где-то вот прям ваш там, оппонент, назовем так, будет на вас обижаться, то знайте, что этот конфликт, он, ну, быстро исчерпает себя, потому что все-таки очень большая зависимость от вас идет в хорошем ключе, в положительном аспекте. Так, мои дорогие, на работе я вижу, что вам придется управлять процессом. Я не знаю, вы столкнетесь с такой ситуацией, что вам придется работать и за себя, и за другого парня, и еще за кого-то. То есть как будто бы вы будете выполнять сразу одновременно несколько дел. Причем одно дело вы знаете в совершенстве, да, это ваша работа, а вот два других, но они как бы тяжело вам будут даваться, не в плане того, что вы чего-то не умеете, а в плане того, что вы будете переживать, что работа для вас новая, и вам будет страшно, ну, совершить ошибку, что-то не так сделать. Вы не должны переживать, потому что ваша работа, она превзойдет все ожидания. То есть вот вы просто как-то гениально все это сделаете и, ну, получите похвалу заслуженную, да, это будет, я вижу. Единственное, что, может быть, подустанете, вот как-то вот стресс плюс много работы, вот как-то все сложится, и вы можете немножечко подустать. Но вы должны понимать, что вы, вот этот ваш героизм, вернее, да, он не останется незамеченным и обязательно будет отмечен вашим руководством в виде премии, либо какой-то благодарности, вот каким-то плюсом в ваше личное дело зайдет. Так, еще у вас какие-то две возможности. Вот здесь две возможности. Одна возможность у вас сама по себе по судьбе растет просто из-под земли, а вторую возможность вам дает человек. Человек, который, ну, вот что-то будет вам предлагать, да, то есть не вы сами находите, а вам предлагают. Человек говорит там, ну, купи у меня что-нибудь, да, либо давай я там что-нибудь сделаю, либо давай вместе что-нибудь делать. То есть вы не должны ни первую, ни другую упустить. Вот как хотите, две почки, которые должны превратиться в листики, да, в веточки и дать цветочки с ягодками. Очень хорошие возможности. Может быть, они не в эту неделю проиграются, и даже, может быть, не в этом месяце. Но на будущее вы будете сами себе благодарны, что вы не прошли мимо и что вы вложились в эти возможности, в эти ситуации, вникли и реализовали. Вот, очень хороший момент. Дальше у вас здесь мастер нарисован, да, мастер, который дает какую-то, ну, не знаю, как оратор, да, дает какой-то спич в микрофон, либо вещает на большую публику людей. Здесь либо у вас будет посещение такого места, где вот какой-то великий человек будет что-то вещать и что-то важное и нужное говорить, либо вы будете в роли этого человека, то есть вам нужно будет какую-то речь говорить, выступать перед кем-то, либо у вас, ну вот, чье-то выступление на вас очень сильно кардинально повлияет, на вас, на вашу жизнь, на ваше восприятие жизни. Знаете, вот как будто бы вы в этот процесс втягиваетесь, и вы в нем меняетесь. Неважно, в какой роли вы там присутствуете, но я вижу, что очень качественная перемена произойдет в вашей жизни. То есть вот как будто бы человек вот с одной ступеньки, да, с одной ступеньки жизни на другую поднимается. Мои дорогие, вот прям не пропускайте никаких публичных встреч, выступлений, мероприятий. Вам нужно туда пойти, потому что там очень серьезная перемена, метаморфоза с вами именно лично конкретно случится. Я не могу понять, в каком ключе, но то, что это принесет вам позитив, что это принесет вам хорошую перемену в жизнь, это точно. То есть как-то повлияет на вас, на ваше будущее. Так, мои дорогие, на этом отсыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.